Сравла сөйлем үлгілері, сравла сөйлем үлгілері, сравла сөйлем үлгілері. Привет, дорогой друг! Сегодня с тобой снова я, Юля, и это наш с тобой канал «Прочитаем с Юлией Левченко». Здесь мы с тобой учимся читать по-казахски. И сегодня у нас такая фраза «Сравла сөйлем үлгілері». Как же ее прочитать? На самом деле все просто, если ты смотрел мои предыдущие видео. Мы каждое слово с тобой должны разделить по слогам. Итак, делим первое слово. Сраула. Со-рау-ла. Загвоздка только в том, как прочитать специфические буквы казахского языка. Но я тебя научу. Итак, чтобы прочитать букву У с черточкой, нужно сначала произнести букву О, а затем ее очень-очень краткую версию. Попробуй. О и О. О и О. У нас даже здесь вот подбородочек напрягается. Со и со. Со и со. Со и со. Получилось? Думаю, получилось. А если нет, пересмотри видео. Итак, поехали дальше. Срау-ла. Срау-ла. Как же прочитать букву У? В русском языке она занимает 100% звучания. И если бы мы читали русской транскрипцией, у нас было бы сураулы. А в казахском языке у нас ее краткая версия всего лишь 10% звучания. И у нас получается сураулы о. То есть мы только начали ее произносить и тут же закончили. Вот так легко и просто. Поехали дальше. Сраула сөйлем. Сөйлем. Как обычно по слогам. И вспоминаем, как читается буква или та самая буква О с черточкой. Берем слово пес, убираем букву П, и буква Ё в данном случае будет звучать как Вот в казахском языке нам именно этот звук и нужен. Сөйлем. 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 Едем дальше. Слово үлгілері. 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 Как же прочитать букву У без черточек? В школе у меня все было с черточками и с точечками. Ну, как-то так. Итак, поехали. Берем слово тюк, убираем букву Т, и в данном случае буква Ю будет звучать как Уль, Уль, тюк, ук, Уль, Ульгы, Ульгы, Ульгы. Букву У или палочку с точкой ты уже научился читать, правда? Ульгы, Ульгуле, Ульгулера, Ульгулера. Получается? Вот так легко и просто. Сраула сөйлем үлгілері. Сраула сөйлем үлгілері. Сраула сөйлем үлгілері. Кстати, да, еще раз напомню, что если в конце слова стоит буква «ы» или буква «ы», то ударение на себя она не принимает. И ударение у нас переносится на слог вперед. Вот так легко и просто. Ну, в общем, давай подписывайся, делись с друзьями, лайки, шмайки, комментарии приветствуются. До следующего видео. Пока-пока.